Хадис, значит, Бухари приводится хадис пророка, алейхиссалату вассалам, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, приводит, значит, когда он находился, значит, в состоянии, значит, при смерти, к нему зашла его дочь Фатима, радийаллаху анха. Посланник Аллаха увидел Фатима, обрадовался, позвал свою дочь к себе и что-то прошептал на ухо своей дочери Фатиме. Фатима заплакала, радийаллаху анха. Затем пророк, алейхиссалату вассалам, еще что-то прошептал на ушко Фатима, своей любимой дочери, радости очей посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Фатима обрадовалась, улыбнулась. А это все видела Аиша, жена посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Затем, когда Расулуллах этот же вечер покинул этот мир, Аиша спрашивала у Фатима: «Я Фатима, я тебя прошу ради Аллаха, не скрывай от меня, расскажи, что тебе пророк, алейхиссалату вассалям, прошептал первый раз, что ты засмеялась, значит, заплакала, а второй раз ты засмеялась, улыбнулась, обрадовалась?» Я, говорит, не хочу раскрывать. Но она настаивала, но Фатима затем рассказала, что первый раз пророк, алейхиссалату вассалям, ей сообщил, что наступило время покинуть эту мирскую жизнь посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Дочь Фатима, радийаллаху анха, заплакала, когда услышала, что ей придется расстаться с посланником Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Затем пророк, алейхиссалату вассалям, второй раз что-то прошептал на ушко Фатима. Фатима улыбнулась, обрадовалась. А второй раз, говорит, пророк, алейхиссалату вассалям, мне сообщил, что первым человеком из близких родственников пророка, алейхиссалату вассалям, первым человеком, который умрет после него, будет Фатима. Если кому-то из нас сообщит новость, что первым, кто умрет, будешь ты, будем ли мы радоваться этому? Будем ли мы этому смеяться? Но почему Фатима, радийаллаху анха, обрадовалась этой новости? Когда у человека сильная любовь, то разлука этих людей является переживанием и страданием, а встреча с любимцем является радостью. Когда Фатима, радийаллаху анха, узнала, что первым человеком, который встретится неподолго после смерти пророка, алейхиссалату вассалям, станет она обрадовалась, что разлука с посланником Аллаха не будет долгой. Билал, радийаллаху анху, когда находился, значит, в постели перед смертью, жена Билала, радийаллаху анху, начала плакать. «Ва курба, ох, горе нам, покидает нас Билал, о, горе нам», плакала жена Билала, что Билал уже умирает, уже находится при смерти. А Билал, радийаллаху анху, что говорил? Билал, радийаллаху анху, говорил: «Ва тарда, гадан аль-каль ахибба Мухаммадан ва сахба». Билал говорил: «О, моя радость, какая радость у меня на душе. Гадан аль-каль ахибба, завтра я встречусь с моими любимцами. Мухаммадин ва сахба, встречусь с моим любимцем Мухаммадом, саллаллаху алейхи вассалям, встречусь с асхабами». Все, к чему привязан человек этой мирской жизни, все человек оставляет здесь в дуне. В могилу уходит один, ни имущества не будет, ни близких людей не будет, ни друзей не будет, ни жены не будет, ни детей не будет, будет один. А если у тебя есть любовь к посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, смерть для тебя становится радостью, потому что ты идешь встречаться со своим любимцем. Какое переживание будет тому, кто сильно любил посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, умирая, встречается со своим любимцем. Поэтому, дорогие братья, надо работать над собой, чтобы мы любили пророка, алейхиссалату вассалям, больше всех людей, больше своего нафса, чтобы смерть для нас стала радостью, как стала это радостью для Фатима, радийаллаху анха, что мы сможем встретиться наконец-таки с нашим любимым посланником Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям.